Хочу рассказать одну историю про божественную искру. Что такое божественная искра? Это все наше откровенное, наше доверительное, скажем, отношение к самому себе, к Богу и к людям. И это будет называться божественной искрой. Как я это почувствовал, на примере сейчас расскажу. У меня был ремонт дома, и я с соседом с Ильей договорился о том, что он будет ремонтировать. И у нас это длилось долгое время, месяца 3. Установилась хорошая дружеская связь, откровенно, все доверительно шло. И в один момент, под конец, когда оставалась неделя до срока окончания, он уехал в Краснодар, и в это время надо было покрыть полы. И цена у него так как была высокая, я в этот момент, ему ничего не говоря, пошел на рынок, нашел других работников и поставил их со сроком, что они закончат через 5 дней. И когда через 2 дня Илья приехал в понедельник, он спрашивает: ну что, Сава, начинаем? Я говорю: Илья, все поздно, я нанял других людей, теперь они работают. И я в этот момент увидел в его глазах, как пропала вот эта вот божественная искра, пропало доверие, пропало вот это вот откровение. И я внутри в этот момент, увидев эти глаза, тоже почувствовал, что я поступил не от своей жадности, непорядочно я поступил. И в этот момент я почувствовал, вот как пропала вот эта вот между нами божественная искра, доверительная искра, искра откровения. И часто это становится в жизни, вот эта вот потеря вот этой божественной искры становится, скажем, кризисным моментом. То, что вот я поступил непорядочно, а мне нужно было как сделать? Мне нужно было ему позвонить, сказать: Илья, так как сроки поджимают, остается там 6 дней, и ты уехал сейчас в Краснодар, а мне нужно покрыть и закончить полы. У меня срок там 24 декабря, и я заезжаю. Никаких других планов у меня нету. Мне нужно было это проговорить заранее. И между нами бы осталась та искренняя доверительная связь, которая была до этого. А так сейчас мы, хотя и соседи, мы просто вот так: привет, привет, и все, больше никаких связей, никаких отношений. Вот это и есть божественная искра.